«Право голоса» и я, ее ведущий Роман Бабаян. Здравствуйте. С 1 января 2015 года мигранты из стран СНГ будут въезжать на территорию России только по загранпаспорту. Исключение сделано для граждан Белоруссии и Казахстана. Загранпаспорта вводятся для того, чтобы справиться с нелегальной миграцией. Поможет ли эта мера действительно справиться с нелегальными мигрантами? И следует ли за введением вот этого режима ожидать введения виз со странами СНГ? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. В нашей программе «Право голоса» имеет каждый, но я предлагаю первым воспользоваться правом Алексею Журавлеву. Алексей, вот смотрите, я хочу понять, в чем принципиальная разница. Потому что, вот, если честно, откровенно не понимаю. Сейчас что у нас происходит? Люди приезжают по обычному своему внутреннему паспорту на территорию России. Причем приезжают легально абсолютно, да? Приехали, какое-то время они где-то там работают, а потом растворяются на необъятных просторах нашей Родины. Теперь они будут приезжать точно так же легально, просто по загранпаспорту. Какое-то время поработали, потом снова растворились. И что мы получили? Роман, дело-то, собственно, не столько в паспортах, Так. сколько мы понимаем, а почему мы это делаем-то вообще? Нет, вот это мы понимаем, но мы как Так рецепт, вот, да, рецепт как предлагаем рецепт эти один. паспорта. А все-таки в чем сущность? Мы что, боимся, вот, собственно, мигрантов, которые сюда приезжают? Мы же боимся не, собственно, их, что они там грязь несут, либо там какие-то наркотики там тащат. Мы же боимся в принципе того, что они сюда приезжают. И сколько их? Мы на сегодняшний день говорим по разным оценкам до 10 миллионов. Да, Это иногда даже серьезно. до 12 говорят. Да, а почему это так? Потому что им нравится наша страна, без всякого сомнения. Но проблема одна. Много русских в этой стране, в нашей стране. Вот. Поэтому здесь идет определенная экспансия. Мы сейчас понимаем насчет того, что мы, в принципе, уже общество больно. Оно вот как раковая опухоль, которая сюда входит в организм и влияет на определенные жизнеспособные вот, органы. В итоге мы теряем вообще весь организм, мы можем потерять страну. Все, я понял. Вот Алексей, от этого... Да, от этого мы защищаемся. Да, от этого, да, защищаемся. Алексей, сразу но не вопрос. только Я этим. понял. Скажите мне, секунду. Нет, секунду, это секундочку, пожалуйста. Непозволительно. Я дам вам возможность потому что обязательно раковой высказать свою опухолью точку называют зрения, своих бывших сограждан, которые Единственный, кто вместе здесь прошли понимает, Первую мировую единственный, войну. Алексей, кто здесь секунду. понимает, что происходит, это действительно муфтий. Почему он это понимает? Потому что он понимает, Раковая что у него опухоль есть назвать идеология. людей. В чем она заключается? Она заключается Раз есть в мировой российское экспансии, государство. в мировой экспансии. Как оно получается? Мусульманский халифат мировой. Ага, вот о чем идет речь. понятно, И он понятно, единственный понятно. среди нас, который понимает, что он Очень здесь большой делает. фантаст. Хорошо, А Алексей. у нас очень простая Да. вещь. Так как мы, на самом деле, что происходит? В Советском Союзе была общество, советский народ. Да, Была? Была. обязательно. И не было такого вот, неважно, татарин, кто он был, русский, все его воспринимали как русский. Да. Вот когда хорошо русскому, тогда хорошо всем. А вот когда сейчас происходит то, что происходит, не будет ничего хорошего. Вот так, как вы говорите, на самом деле с миграцией ты ничего не справится. Знаешь, это такая ситуация. Мы любим простые решения. Вот это наше русское. Тотчас, немедленно ввели паспорта, визы, и все Да. стало сразу хорошо. Про визы пока не говорим. Ну, пусть Предполагаю. Я вам скажу, что ничего не станет хорошо, да? Простота вот таких решений – это враг вообще анализа. Сначала надо провести анализ. Почему у нас так происходит до сих пор? Я вам скажу, почему такой бардак в миграции происходит, страшный, да? Так. Потому что у нас не работает ни один регулятор. Регистрация не работает. Так. Подтверждение... Кто занимается регистрацией? ФМС. Подтверждение ФМС. тому, что даже ФМС не вот работает. в интернете появилось, знаешь, как зарегистрировали аж директора Федеральной миграционной службы. Подложная какая-то контора зарегистрировала. То есть вообще контора ФМС своего директора зарегистрировала. Да. Это просто смешно уже. Потрясающе. Дальше, переходим к чему. Да, следующее. Нормально. Квоты. Квоты не работают, да? У нас квоты последние 3 года 425 там, миллион 425 тысяч. Каждый год, близнецы, да? Как может год работать страна, заявки собирать, обобщать, да? И цифра прям такая же. Понятно, что они берут из прошлого года. Квота продается. 20, сколько там, нет, 12 тысяч квота стоит, да? Вот, не работает. Следующее, разрешение на работу. Не работает, потому что стоит 30 тысяч Тоже рублей. продается. Любой Понятно, может да, купить. да, Дальше, да. патенты ввели. Тоже Что- продаются. Что продаются? Продаются. Что мы Патенты знаем, тоже продаются. что мы знаем о патентах? Только знаем, сколько их напечатано на бланках. Понятно. Сколько А работает- что-нибудь не продается?
Или все продается? Все Все продается. продается. Так, вот ситуация понятно. такая. Вот она ситуация, Юрий. Да. Теперь вопрос, да? Продается? Нет, теперь закончим. Чтобы закончить, да? Заканчивайте, теперь, да, да, времени теперь нет. может быть, нам сейчас понять вообще, что у нас происходит, что не работает-то. Может быть, у нас не работают государственные органы, да, те, которые уполномочены этим заниматься. И тогда с них начать навести порядок. А закон можно, знаете, какой принять? Законов у нас много. Давайте мы... Юрий, Да, у нас давайте мы ничего примем не закон. работает. У нас ФМС не работает, у нас не работает МВД нормально, не работают там какие-то другие структуры и так далее. То есть мы вместо того, чтобы навести порядок, а с этими организациями, чтобы они нормально начали работать, мы пытаемся каким-то образом там бороться путем введения загранпаспортов. Что за ерунда? Давайте. Есть госграница. Есть. Госграница должна пересекаться по международным стандартам паспортов. Не обязательно. Три разных момента все-таки, прошу прощения. Давайте Лучше три не разных получится. момента. Первый. Обязательно. Иногда госграницы пересекаются вообще иначе без это, ничего. Иначе это не государственная граница. Евросоюз, Поэтому пожалуйста. государственная граница должна быть Пересекается. государственной границей. Хорошо, Эта ладно, мера хорошо. важна. Так, идем Другое дальше. дело, что она сегодня, даже если мы ведем паспорта, она абсолютно не будет работать. Здесь все прекрасно. Зачем для этого вводим сказано. тогда паспорта? Это все равно это Все равно необходимо надо. с точки Хорошо. зрения Не работает, но всё равно подстраивания. введем. Не так. Подстраивание Не введем, так. как Не говорится. так. Не Ага. так. Не так. Второй момент совершенно другой. Это вопрос, связанный с тем, что мы вбрасываем массу. Это малейшая мера, она не даст какого-нибудь значительного изменения в какую-то сторону. Не даст. Это важная техническая мера, которая, поэтому я и не знаю, зачем. Так она ее обсуждать. малейшая Зачем? или важная и техническая? Это важная техническая Важная мера в ряду техническая. сотни других мер. Но которая Поэтому- ничего не даст. Которая Вместе одна с сама по остальными себе, сотнями. сама по себе ничего не даст. И поэтому вопрос не ко мне, а к вам. Зачем по такой мелкому вопросу мы устраиваем обсуждение о загранпаспортах? И Мы говорим, ребята, надо навести порядок. Мы хотим сделать так, чтобы вы въезжали теперь по загранпаспортам. Правительством этих стран, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, мы говорим, если у вас не хватит денег, мы даже готовы сами вам помочь в изготовлении этих паспортов. По-моему, все цивилизованно. Вам не кажется? Да замечательно. Просто мы забываем сегодня, что говорим мы говорим СНГ, аббревиатуру просто расшифровать и посмотреть. Она называется «Содружество независимых государств». И Так. вот это содружество, оно между собой заключило массу соглашений и договоров, на основе которых в этом пространстве этого содружества Так. на сегодняшний день, если только не распустить Евразес, закинуть куда-нибудь ШОС, не расписаться в своей абсолютной недееспособности с ОДКБ и сказать никакого таможенного союза, потому что даже приглашаются и узбеки, и таджики, и киргизы, и все, кто хочет. Только вы сюда придите, и мы вам тогда... А это что? Это шантаж? Введение этих вот паспортов, загранпаспортов. Значит, если вы в таможенном союзе, вам загранпаспорта не нужны. Скажите, пожалуйста, те, кто вступит в таможенный союз и станут проезжать сюда по внутренним паспортам, потому что в таможенном союзе. Вот представьте, Кыргызстан и Таджикистан возьмут и войдут в таможенный союз. Вопрос хороший. Тогда что Вопрос будете делать? хороший. А мы не боимся, что если мы вот так вот обложим их флажками со всех сторон, сейчас паспорта, Уже завтра обложили, визы и уже так далее, они поедут в другую сторону. Они уже Что они будет с уже нашей едут в экономикой? другую Секунду, Юлдус. Я помню, я почему говорю другую сторону, я даже сейчас скажу в какую. Они едут. Я помню несколько лет назад, когда мы еще только вот, как говорится, начали нагнетать, да, вот эту вот всю обстановку с таджикскими трудовыми мигрантами. Власти Таджикистана зафиксировали, что уже практически половина всех трудовых мигрантов двинула в сторону Пакистана. Они поехали туда, стали Арабских работать там. Эмиратов. В сторону Ирана каким-то образом Арабских они двинули, Эмиратов. стали работать там, возвращались потом на свою территорию, набравшись некоторые из них Разные. совсем неправильных идей и начали бить тревогу. А так мы, посмотрите, что получается, так мы потеряем. И вот эти вот рабочие руки, без которых наша экономика, если верить статистике, существовать не может, и свое влияние еще в этом регионе. Это не опасно для нас? Честно, Вы же жили в Евразес Советском Союзе, вам же не 18 лет, правильно? Это мы все были ужами и ежиками, что ли? а что, нам хорошо жилось в Советском нам Союзе, плохо особенно жилось? русским? Вы супердержава была. А можно, Роман, Возможно, я Вторая, а может быть и первая в мире. Роман, а Тут можно я разнятся скажу? мнения. А можно я Простите, скажу? в этой супердержаве, в которой хуже всего, кстати говоря, жилось несчастным русским, так вот, эта вот кто супердержава... развалил Советский Союз. А можно я скажу, Роман? Подождите, сейчас главная задача России – это завершить, наконец, геополитический развод.
Мы должны наконец-то отделиться. Советский Союз, который почему-то, Хорошо. с одной стороны, Хорошо, да. скажем так, разрушен, но Да, только да. не с нашим. Мы еще живем в фантомном Советском Союзе. Да. Мы, наконец, должны обрести подлинную независимость. Да. И независимость, Да. прежде всего, от опасных мусульманских окраин. Понятно. Все, я понял, процесс. я понял. А что будем делать, так просто для справочки, тут очень коротко, что будем делать не с мусульманскими окраинами, а с мусульманскими субъектами Российской Федерации? Туда же их, да? Мусульманский Туда субъект... же? Вот как только... Верховного Нет, почему же? Как нет? Объясняю. Ага, так. Если Россия будет сильной, и если у нее не будет серьезной мусульманской Да. угрозы с юга, Да. то тогда те мусульманские анклавы, которые сейчас представляются нам опасными, Анклавы. да, анклавы. всё, Например, это Татарстан безопасно. это анклав. Анклав. Это Татарстан это анклав. Нафига? Да. Сейчас Так ответьте вот, нам за анклав. Татарстан это анклав, он со всех сторон окружен территорией России. Да. Так вот, ничего обидного в этом нет. Так вот, они, соответственно, не будут представлять для нас небольшой опасности, небольшой угрозы. В том, что мигранты в Российской Федерации находятся нелегально, в этом отчасти, может быть, да, они тоже виноваты, но а где государство, где граница, где ФМС, где МВД, где другие государственные структуры? Почему вот этих мигрантов все сваливать только на них? Потом, ведь фактически сегодня любой милиционер в любом трудовом мигранте видит нелегала. Фактически, да. источника дохода То есть, видите. да, его тащат. Вот сколько вот у нас там работало людей, да? Да. Только они выйдут в магазин за хлебом, они звонят, мы находимся в участке. Потом их проверяют, на дню могут по 3 раза утаскивать их. Потом проверяют и что? Проверяют, отпускают. А потому у них что все нормально, да? Да, все. А может у нас нет нелегальных мигрантов? У нас, Просто может быть, не мы столько, как-то сколько вот- заблуждаемся на этот счет. Да, которые вот ратуют там за чистоту русской крови, да, я думаю, что столько вот, От кого сколько вы это говорится, слышали, черт такого возьми? нету. Хватит От Алексея. Я, например, Нет, чистоту нет, он на вас Потом показывает, говорить, Алексей. потом. Я объясняю, Да, если Алексей. в России хорошо жить русским, хорошо жить всем. Ага, Это вот не так. чисто Вот русские слышал, что ты граждане. говоришь. Проблема-то стоит шире. Почему мы тут слушаем фактически- ваххабитскую пропаганду Сегодня российского фактически толка? на уровень мигрантов поставлены и кавказские народы, и те народы, которые испокон веков жили здесь. Ведь таджики для Российской Федерации не только мигранты. Я знаю, что сотни тысяч таджиков имеют российское гражданство, сотни тысяч узбеков имеют российское гражданство. Сегодня и татары, и кавказцы, все, они как будто бы нежелательны. Уже разве не в интересную Государственном справку Думе сегодня раздаются голоса интересную о том, что не мешало бы нам избавиться от Кавказа? Разве это же преступные? Это Государство должно четко сказать, мы готовы ограничить миграцию или нет. И в тот момент, когда у нас государство не знает, хочет оно ограничивать, не хочет, играет в Евразийские союзы, играет в евразийскую интеграцию, и при этом говорит о паспортах, это действительно становится очень странным и непонятным примером. Совершенно Потому что справедливо. государство смотрит, да, соседнее, тот же Узбекистан, и не понимает, что делать. Тогда претензии Сейчас надо здесь предъявлять туда, есть куда простая надо. ситуация. Правильно. Есть простая Вот тут ситуация. я с вами Миграцию полностью необходимо согласен. ограничивать. Да. Сейчас это действительно назрело. Потому что любой, кто выходит со студии, даже Да. с этой, идет по улице, он все это понимает и видит. Да понимаем, все Мы знаем, но сами как-то странно мы собрали пытаемся 100 это тысяч сделать. подписей понимаете? граждан за 3 недели за введение визового режима. Да, Нам на эти подписи до сих пор еще ничего не ответили. да. Почему любой разговор о том, чего хочет большинство населения сейчас, возникает вот именно в таком конфликтном ключе. У нас мигранты начинают говорить, подумайте об Узбекистане, подумайте о Киргизстане, подумайте о Таджикистане. Да не хотим мы о них думать. Я понял. У нас сейчас... Может быть грубо, но по крайней мере откровенно и Но мы честно. сейчас Не попадаем в хотим ни о ситуацию, что ком мы думать. умираем из-за этого. Вы для нас представляете угрозу. По ночам спать От не надо, мусульманских нормально. окраин нужно отделиться, потому что Подождите, вот стоп, вот здесь, выходцы из Роман, мусульманских опять, окраин, нет, секунду, здесь очень представляют важно, угрозу для мусульманство- русского народа. нет. Вот я резюмировал то, о чем говорит эта Ислам страна. – это одна из традиционных религий России. И против нее сейчас никто ничего не говорит. Если человек находится в бизнесе, который занимается наркотиками, то он приедет с визовым режимом и без визового режима. И на него есть разве закон. разве Ага. это ограничит его? Это скажется на тех, кто законопослушен. Да, и мы должны разделять эти вещи. Трудовая миграция, учебная миграция, криминальная миграция. И, в общем, Да. никто не имеет против того, что государство должно охранять себя от таких людей, которые наживаются там. Фактически они везут смерть в Россию. Да. И это нужно пресекать. Никаких вопросов по этому поводу нет. Но просто мне кажется, что если система работает несовершенно, прежде чем какие-то еще механизмы на нее навешивать, нужно с самой системой попробовать разобраться. Абсолютно точно. И если эти механизмы, которые навешивают, они помогут с этой системой разобраться, то я за. Но вот помогут ли они разобраться?
говорим, вернее, пытаемся понять, как введение загранпаспортов для въезда на территорию Российской Федерации поможет справиться с нелегальной миграцией. Право голоса у наших экспертов. Ну, Юрий, с вас, наверное, да? Вот я только что говорил, да, что такое загранпаспорт, как он выдается, да, и может это нам, в принципе, как я думаю, все-таки помочь, отсечь там определенное количество людей, которых мы не хотим видеть на своей территории уж точно. Наркокурьеры, там, экстремисты и так далее, и так далее. Правильная мера? Я считаю, что мера, конечно, правильная, загранпаспорта Так. как таковые. Но это же комплекс проблем, на самом деле. Действительно комплекс. Это же не только... Потому что загранпаспорт в том виде, в каком он есть, и в каком предполагает, чтобы его еще более улучшить, как в случае с Таджикистаном, например, или с Узбекистаном, заключается еще и в контроле над теми людьми, кто сюда приезжает, и в работе милиции, и в работе с предпринимателями, которые работают с иностранными гражданами, и в том числе работе с экспертным сообществом, чтобы зачастую экспертное сообщество просто элементарные вещи знало. Вот прав Дмитрий, который сказал, что у нас иностранцев на территории страны отнюдь не 12 миллионов, как говорят уважаемые там многие товарищи, а 3-5 миллионов. Ну, хорошо, в Москве это мало. очень много. Они сосредоточены в крупных городах. Да. Это очень много на самом деле. Просто вдумайтесь в эти цифры. Но если вы знаете какие-то реальные вещи, вы под них выделяете реальные средства и берете спрос тех людей, кто этим вопросом занимается. Введение загранпаспортов мы должны просто понимать. Это в том числе и в отношении Украины, потому что больше половины иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации... Большинство. Это те, кто с Украины. Вот мы, Украина, вот мы добрались до Украины. Украина тоже попадает под действие этого закона. С 1 января 2015 года граждане Украины должны въезжать на территорию России, имея загранпаспорт на руках. Вопрос такой, как быстро и как остро Украина отреагирует? Ну, это Украина, спросите. Я думаю, что... Ну, как вы думаете? Я у вас спрашиваю. Я думаю, что Путин сказал или на украинскую тему вступать в таможенный союз, и тогда проблем этих не будет. Если нет, то по загранпаспортам. На самом деле это, конечно, похоже на такой, наверное, недружественный какой-то оскал вот этого нового проекта под названием Евразийский союз. Так. Конечно же, в той проблеме, которую мы обсуждаем, есть две темы. Это загранпаспорта и миграция. Это разные проблемы. Если мы говорим о том, что СНГ это какая-то ценность, вообще, в принципе, для российской... Мы говорим об этом, да. Если это какая-то ценность, то введение загранпаспортов внутри СНГ – это последний гвоздь в гроб СНГ, потому что ощущение вот этого психологическое, прежде всего это психологическое ощущение вот этого единого пространства, по которому ты можешь проехать с внутренним оно тоже исчезает. Оно просто полностью исчезнет. И Карамат, смотрите, какой вопрос. Продолжение этой мысли. Значит, для того, чтобы эти люди голосовали потом за действующую власть, необходимо, чтобы они все были с российскими паспортами. То есть они должны стать гражданами Российской Федерации, чтобы иметь возможность выбора. Правильно? Правильно. У меня вопрос такой. Как много мигрантов из тех, которые находятся на нашей территории, уже стали гражданами, если у вас есть такие цифры, да? И какова тенденция, я хочу понять, вообще с каким настроем люди сюда приезжают? Они приезжают там, действительно заработать какие-то деньги и уехать? Или же они приезжают, зарабатывают деньги и, собственно, потом не собираются уезжать? Более 600 тысяч граждан Таджикистана стали гражданами России. 600 тысяч, запомнили? Большая часть из них русские. Дайте мне говорить, пожалуйста. Нет. Большая часть русские? Нет, больше миллион. Из них 600 тысяч считаются таджики или узбеки, киргизы. Русских отдельно там. Русские это отдельно, да. Ага. 370 тысяч русских проживали в Душанбе. И до сих пор там проживут более 50-28 тысяч граждан. И русские, которые мы говорим, они граждане Советского Союза. Они там остаются и хотят остаться и дальше. Да. Что касается сегодняшней нашей темы. Наша тема такая, значит, если то, что вы... 600 тысяч. 600 тысяч уже получили российские. Это люди, которые получили 600 тысяч, они были практически вынуждены получать. Желающих очень было мало. Потому что пошло большое давление со стороны правоохранительных органов. И человек искал поиски. И дело, значит, гражданский брак, соответственно, купить это гражданство. Они ждут, когда экономическая стабильность в республике. Нелегально стали. Дайте мне говорить, пожалуйста. Про вас я отдельно сейчас буду говорить. Про вас я лично, про мусульман я сейчас вам... Я уже боюсь вас, господа. То, что я знаю, допустим, дай бог, что каждому знать, потому что после военной службы 13 лет я занимаюсь вопросами, связанными с трудоиммигрантами. Слушаем внимательно, Карамат, слушай.
Эти люди, соответственно, со временем уйдут, и они не останутся. Попросят двойное гражданство, которое сегодня есть между Таджикистаном и Россией. Да, и Улус говорил об этом, да. И вот то, что был оскорбительный час со стороны нашего любимого государства России, который мы не могли объяснить нашим полицейским себе вести по-человечески, предыдущим или сегодняшним, в конечном итоге таджик отдал до 1 000 000 рублей, стал гражданином России. До 1 000 000? До 1 000 000 рублей давали. Я понял. И сейчас уже пошло момент, что надо их, как исключение, забрать их гражданство. В частности, в Узбекистане уже происходит, потому что ни один документ не подписал господин Каримов, потому что только с его воли разрешается получение гражданства. Более 1 000 000 узбеки получили гражданство без ведома господина Каримова. Таджикистан получает $3 миллиарда. Это не секрет. Более 2 миллионов граждан. Это 20% заработной платы. Умножаем 8%, которые остались. Это 12 до 15 миллиардов мы оставляем в России. Да, вот это надо До понимать. 15. Сколько Берем остается? товарооборот между Китаем и Россией. На 1,5 миллиарда населения Китая. Товарооборот больше 90 миллиардов долларов. 2 миллиона таджиков оставляют в России больше, чем товарооборот между Таджикистаном и Россией. На 20 раз. 15 миллиардов мы оставляем. Вам, вы что? А что хорошего? Что касается дальше. Интересно, это у нас интересно. Хорошо. Сочи построено, Вопрос трубопроводы, касается, нефтепроводы, что... дороги. Хорошо, Карамат, я Сейчас понял. заканчиваю. Вот то, что вы говорите, это впечатляет, реально. Реально. Заканчиваю, Но я, буквально. знаете, что хочу сказать? Скажите, вот давайте так. Вот у вас есть какой-нибудь рецепт? Да. Вот предложите нам что-нибудь такое, Абсолютно чтобы мы могли защитить своих граждан, которые действительно, вы же знаете, есть вот этот вот градус раздражения. Но есть, причем он уже очень даже серьезный. Я посмотрел последние передачи по российским телеканалам. Я уважаю господина Мамонтова, господина нашего Аркадия. Дело в том, что когда показывает, и один второго спрашивает, когда вы зашли в поезд, вы одели перчатки? Да. А когда вы отправляли в 1941 году людей отсюда поездами, а мы их проверяли перчатки? И там же был тоже бабушка господина нашего премьер-министра Медведева. Мы где лежали, наши отцы-деды, на полу? Они где лежали? Они там же лежали где? Мы считаем, что были для гостей. Также диваны, кровати, все им было предоставлено тогда. И кто их оттуда выгонял? Они сами ушли. Все, спасибо, спасибо. Сегодня мы говорим о законе, на основании которого с 1 января 2015 года граждане СНГ будут въезжать на территорию России только при наличии загранпаспорта. Право голоса у наших зрителей, пожалуйста, первый вопрос из зала. Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Означает ли введение загранпаспортов и виз, что мы окончательно похороним идею о восстановлении СССР в каком-то новом виде? Ну, о чем говорят в последнее время многие. Угу. Ну, визы пока не вводим. Не вводим. А все остальное, да, пожалуйста, Юрий. Визы не вводим. Президент и базовые чиновники про визы не говорят. Вводятся иностранные паспорта как удобный техническо-полицейский способ пересечения государственной границы. Прекрасно. И вторая часть вопроса. И поэтому, но вы правы в чем? Сейчас, по сути, страна на распутье. Либо мы будем строить в полную силу Евразийский союз и на самом деле восстанавливать свою былую мощь, либо мы будем идти на поводу у тех, кто спекулирует на этих проблемах иммигрантских, и, соответственно, так потихонечку будем сжиматься, деградировать, рассказывая все время о том, что нас все обижают. Прекрасный вопрос, мне очень жалко, такая красавица вообще. Да, не будет Советского Союза, на самом деле мы стоим на грани его развала, потому что добились, вы знаете, как в конце концов наша Горбачева был в Англии, сегодня дети находятся, те же англичане здесь дискуссии с нами проводят. Ну, не хотелось, дай Бог, что господин Путин поменьше слушал подобного, вызова режима, надо делать цивилизованный вызов. Это есть у нас в программе, мы предложили это. Хороший вызов, без вызова мы не обойдемся. Дай Бог, что мы остались в составе России, точнее, наши дети и внуки, которые там. Мы уже здесь находимся в России. Дай Бог, те остались. Поэтому я благодарен вам за большое. Андрей? Главным могильщиком Советского Союза была Россия, РСФСР, и российские элиты. Россия исторически развивается, вот эта имперскость, она пульсирует. То она есть, то нет. Сейчас мы находимся как раз в том откате, когда ее нет, и главные противники восстановления Советского Союза — это прежде всего Россия и российские элиты. Очень быстро все забыли, что, скажем, развал Советского Союза вообще-то случился по причине Украины, Белоруссии и России самой.
А среднеазиатские республики еще очень много не знали, что им делать с этой вдруг свалившейся с неба суверенитетом, да? И на референдуме подавляющее большинство республик Советского Союза проголосовало за сохранение страны. Было такое. И второе. Сегодня Сейчас. Полнейшее безобразие. И люди это все видят, они чувствуют, они посылают эти запросы власти. Власть пытается как-то, значит, это дело исправить. Но очень неуклюже. Мне кажется, что нужно трясти как грушу ФМС, МВД, там, я не знаю, увольнять, сажать, там, я не знаю, что угодно делать с теми, кто сидит в паспортных столах и занимается этими махинациями. Но и, в принципе, вот эта вот процедура, да, техническая процедура с введением паспорта, мне кажется, она тоже никому на самом деле не мешает. Тем более эти паспорта и так у кого-то, практически у всех есть. Практически у всех. А у того, у кого никогда не будет, собственно, ну вот как-то так, да. Те, которые планируют работать за границей, они, наверное, как-то озаботятся получением этого паспорта. Какие-то шаги делаются, неуклюжие, но хорошо хоть что-то делается. Все, спасибо еще раз всем. Встречаемся по будням в этой студии. Помните, что право голоса есть у каждого.